Мы подготовили для вас 5 важнейших нюансов процедуры оформления наследства на территории Турции для иностранных граждан. Первое, с чего необходимо начать процедуру оформления, необходимо получить свидетельство о наследстве. Если наследодатель являлся иностранцем, то свидетельство о наследстве необходимо получить через мировой суд той провинции, где находится само наследство. Однако наличие активов даже на территории Турции не является обязательным условием. Например, те, кто нас давно смотрят, знают, что наши адвокаты занимаются взысканием компенсаций для семей погибших в результате несчастного случая иностранцев на территории Турции. И поэтому, если, допустим, в Турции ведется процесс о взыскании компенсации от лица родственников погибшего иностранца, то можно получить свидетельство о наследстве в Турции. Исходя из этого, будут производиться выплаты компенсаций по решению суда. Второй важный момент: если наследодатель являлся гражданином Турецкой Республики, то наследники, даже если они иностранцы, будут получать свидетельство о наследстве не через суд, а у нотариуса. Причем делается это очень быстро, буквально в течение одного дня, потому что вся информация о населении Турции доступна в электронной базе данных. Однако, если речь идет об иностранном наследодателе, то там турецкий суд запрашивает данные в стране наследодателя, и обработка этого запроса может продлиться достаточно долго, до 1 года. Третий момент. Если наследство представляет из себя недвижимость, то доли между наследниками будут распределяться согласно законодательству Турецкой Республики. Однако, если наследством является счет в банке или драгоценности в банковском хранилище, то раздел этого наследства будет производиться согласно национальному законодательству страны наследодателя. Четвертый важный момент – это если наследники знают, обладают всей информацией о наследстве имеющемся, то сразу после оформления свидетельства о наследстве они могут начать процедуру передачи прав. Делается это в Министерстве финансов или по-турецки «Малия». Необходимо будет подать декларацию о наследстве, а также уплатить налоги. Если наследники не обладают полной информацией о том, какие активы остались после смерти наследодателя, то они могут выяснить это, опять же, через суд. Судебный процесс по установлению наследства необходимо будет инициировать. Далее, пятое. Налог. По поводу налога зависит налог от стоимости наследства. И я в описании под этим видео прилагаю, какие налоги, исходя из какой суммы стоимости наследства, будут уплачиваться, а также какие есть исключения. Обязательно ознакомьтесь. Напоминаю, что наши адвокаты занимаются оформлением наследства на территории Турции для иностранцев. Поэтому, если у вас есть вопросы по этому поводу, вы можете задать их в комментариях или записаться к нам на консультацию. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и до встречи в следующих видеороликах.